На канале Абхазского телевидения вы смотрите информационный выпуск Камши-Кушара. Здравствуйте. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан. Ситуация на 5 августа следующая. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 105 граждан. Диагноз COVID-19 подтвержден у 2. Обследование всех контактных лиц продолжается. На данный момент в Гудаутской центральной районной больнице находится 37 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 109 человек. Из них 37 выздоровели и 3 пациентов умерли. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. Лаборатория СЭС представила в аппарат Кабинета министров результаты исследования методом ПЦР-диагностики на выявление коронавирусной инфекции премьер-министра, вице-премьеров, руководителя и сотрудников аппарата. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров. Согласно заключению специалистов, на 30 июля ни у одного из обследовавшихся коронавирусная инфекция COVID-19 не обнаружена. Медики напоминают о рекомендуемых профилактических мероприятиях и соблюдении мер предосторожности. Абхазия открыла гуманитарный коридор для возвращения временно находящихся в Грузии граждан и жителей республики, сообщается на сайте СГБ республики. Гуманитарный коридор будет действовать с 5 по 9 августа с 9 до 19 часов. В прошлый раз Абхазия открывала границу с Грузией с 13 по 17 июля. За это время через организованный гуманитарный коридор прошли 1269 человек. Почти 100 тысяч человек пересекли абхазо-российскую границу с момента ее открытия 1 августа. Продолжает наблюдаться рост автотранспортного и пассажирского потока, сообщает сочинская таможня. Это данные на вторник. Открытие границы оживило весь туристический бизнес Абхазии. Этому событию, несмотря на ситуацию с коронавирусом, рады и местные жители, и российские туристы, которые с удовольствием приезжают на отдых и экскурсию в нашу страну. Сария Кварацхеля продолжит тему. Чем ближе к границе, тем больше машин и людей. Вместо уже ставшей привычной глазу пустой дороги – экскурсионные автобусы, а также легковые автомобили с туристами, которые направляются на отдых в Абхазию. А на самой абхазо-российской границе еще более оживленно. Непрерывный поток людей, бесконечные очереди на пропускных пунктах и водители маршрутных такси, заждавшиеся своих клиентов. Татьяна Ткаченко на протяжении 10 лет приезжает на отдых в Абхазию. Провести свой отпуск здесь она запланировала еще в октябре, купив билеты на 21 июня. Однако из-за карантина отдых пришлось отложить. Несмотря на то, что дата открытия границы не раз менялась, она все же не теряла надежды приехать в Абхазию. Билеты я всегда беру заранее. В октябре мы взяли билеты, потом мы их сдали, потом ждали, устали, а сейчас довольны и радостные. Если, наверное, на пляж, то мы не будем маски одевать, а в общественные места, в магазины, то мы будем одевать. Так же, как у нас везде. А сейчас почему не одеваете? Ну, потому что там сильно жарко было. Мы не идем, там дышать нечем. Вот все у нас там есть. простояли, устали, так, 6 часов лету, и вообще, ну, все равно мы рады и довольны. Многие переходили границу с целью однодневных экскурсий, а у некоторых запланирована особая миссия. Откуда едете? Из России. Куда? Сюда на рынок за инжиром. То есть вы не отдыхаете, а у вас на один день экскурсия? Да, на один день экскурсии. Новый Афон, Гагра, Рица, Пицунда, Чимчира. В эти города в основном направлялось большинство туристов. Открытие границы мы ждали с нетерпением, отмечали гости нашей страны. Еду из Астрахани в Чимчира. Настроение отличное. Каждый год приезжаете, ждали открытия границы? Ждала открытия границы. Даже приехала за день до открытия, пришлось остаться в Адлере. Но я не жалею. Все хорошо. Маски, перчатки, все с собой, все будете соблюдать? Все с собой, все буду соблюдать. Я надеюсь, что отдых будет хороший. Ну, ждали каждую неделю, каждый день проверяли, когда откроют границу. Очень хотели попасть сюда. Конечно, ждали. Как раз повезло. Отпуск попал так, что и открыли границу. И билеты уже были.
И мы очень рады. А маски, перчатки? Все с собой есть обязательно. И антисептики взяли, все взяли. Из Владикавказа в Пицунду. Уже более 15 лет мы там отдыхаем. Нам очень нравится. Всегда хорошие отношения, всегда сервис хороший, море прекрасное, погода вообще нет слов. Так что всех благ вам. У нас прекрасное настроение, очень ждали, что вас откроют границу. Мы каждый год к вам приезжаем, очень вас любим. Прекрасное побережье, прекрасное отношение. Мы отдыхаем каждый год в Пицунде, в пансионате. Видно, что большинство туристов переходят границу без масок и перчаток. Однако есть и те, кто старается соблюдать меры предосторожности. Мы едем из Омска. Мы ждали, мы отдыхали 2 недели в Сочи, открылась граница, мы хотим у вас отдыхать. Спасибо. Чуть раньше, во время ограничительных мер, заезжающим в нашу страну обязательно нужно было проходить через тепловизор. А сегодня эта процедура отменена. Нет на границе и выездной медицинской лаборатории. В связи со снятием всех ограничений 1 августа пункт пропуска заработал в обычном режиме. Но касается граждан Республики Абхазия и граждан Российской Федерации, никаких ограничений нету для перехода. Что касается масок и перчаток, очень тяжело работать, потому что люди стоят на улице в такую жару, невозможно. А так антисептики есть, каждый там определенное время проверенное количество людей пользуется антисептиком. В период карантина на абхазо-российской границе была приостановлена деятельность магазинов Duty Free. Сегодня и он работает в обычном режиме. Далее на нашем пути Гагра. Здесь мы посетили несколько туристических объектов. В парк-отеле «Амбра» забронировано всего лишь 9 номеров. Но, конечно, ждут больше и готовы к приему. При входе в спа-отель бросаются в глаза разметки социального дистанцирования, антисептики, а также информационные буклеты. Гендиректор парк-отеля «Амбра» Елена Клименко рассказала, как проходила проверка объекта специалистами Роспотребнадзора и какие предписания ими были сделаны. Как вы видите, персонал у нас меры соблюдает. Единственное, что также одно из требований Потребнадзора российской стороны было наличие защитных экранов на стойках ресепшн и стойках контактирования с гостями. Сейчас экраны вот на днях уже должны к нам сюда приехать. То есть мы все заказали, антисептики у нас есть, дистанцию социальную, конечно же, все сохраняют. Необходимые плакаты информирования гостей на территории проходят. Те гости, которые сейчас заселяются в отель, им 2 раза в день мы проводим термометрию, ведутся специальные журналы, обработка, уборка номеров проводится с учетом всех также необходимых требований. Питание также у нас проводится, рассадка гостей, соответственно, согласно требованиям. Также замер температуры там проходит и обработка антисептиками рук, перчаток, масок. Заявки есть, спрос есть, гости звонят. Лилия Абзалова приезжает на отдых в Абхазию на протяжении 7 лет. В этом году она, наконец, смогла попасть в давно выбранный ею отель. Давно мечтали попасть именно в этот отель. И отель нас просто поразил своей красотой, своим сервисом прекрасным. А Абхазию мы просто любим безумно. Обслуживание отличное, все прекрасно. Мы очень довольны, рады и будем здесь, я думаю, всегда теперь останавливаться. Между тем, город Гагра постепенно возвращается в привычное курортное русло. По улицам гуляют отдыхающие, гостиницы и отели постепенно заполняются, однако на пляже туристов пока что немного. А вот на озере Рица такая же картина, как и на границе. На фоне главной природной жемчужины Абхазии фотографируются сотни туристов. Вокруг стоят экскурсионные автобусы, открылись все кафе и сувенирные лавки. Впечатления всегда прекрасные, потому что Абхазия всегда гостеприимна, уютна и прекрасна своей природой. И это, безусловно, нам всегда нравится, потому что мы не первый год сюда приезжаем. Если посмотреть, сколько народу сюда сейчас приезжает, это еще в очередной раз, конечно, показывает то, как все люди любят Абхазию, и она нам всегда мила, приятна. На самом деле нереальные эмоции, мы прям вообще, мне очень понравилось, я в шоке, меня трясет до сих пор. Да ладно. Она не боится высоты, а я очень сильно боюсь, но это очень круто, прям здорово. После долгого простоя свои двери открыла и Новоафонская пещера. Объект стал одним из самых посещаемых на Черноморском побережье. И здесь соблюдают требования дистанции, ношению масок, а также использованию дезинфицирующих средств. После каждого рейса поезд, перроны и посадочные места в вагонетках обрабатываются специальными средствами. Не только вышеперечисленные объекты, но и вся страна готовится к туристическому сезону. Однако нельзя забывать о коронавирусе. Только соблюдая элементарные требования, мы сможем минимизировать рост инфицирования COVID-19 в нашей маленькой стране. Сария Кварацхеля, Степан Мартиросян, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.
Вице-президент Бадыр Гунба провел заседание комиссии по гражданству при президенте Республики Абхазия. В работе заседания приняли участие заместитель руководителя администрации президента Саида Будба, министр юстиции Анри Барцыц, министр иностранных дел Даурковы, министр внутренних дел Дмитрий Дбар, в Рио председатель СГБ Роберт Киут, заместитель генерального прокурора Дамир Квициня, председатель Государственного комитета по репатриации Вадим Харазия, начальник паспортного управления МВД Беслан Бигвава, старший референт по вопросам гражданства администрации президента Милана Смыр. На рассмотрение комиссии было вынесено более 70 заявлений о восстановлении и предоставлении абхазского гражданства. Заседание комиссии по гражданству при президенте будет проводиться не более одного раза в 2 месяца. Министерство обороны Республики Абхазия сообщает всем курсантам высших учебных заведений Министерства обороны России о необходимости прибыть к местам обучения до 14-15 августа. Эти кадры мощнейшего взрыва в морском порту Бейрута, погремевшего в столице Ливана 4 августа, облетели весь мир. По информации Красного Креста в Ливане, число погибших в результате взрыва уже превысило 100 человек. По последним данным, пострадали более 4000 человек. Без крова остались около 300 тысяч человек. Премьер-министр Ливана Хасан Диаб назвал причиной взрыва ненадлежащее хранение в Бейрутском порту в течение 6 лет 2750 тонн аммиачной селитры. Как известно, в Ливане проживает большая абхазо-адыгская диаспора. Чтобы прояснить судьбу представителей диаспоры, руководство Государственного комитета Республики Абхазия по репатриации провело видеоконференцию с консорциумом черкесов в Ливане. Руководство Государственного комитета Республики Абхазия по репатриации во главе Вадима Николаевича Харазия оперативно и экстренно провела пресс-конференцию с заместителем консорциума черкесов в Ливане Сарей Абдельразак. Вадим Харазия выразил слова соболезнования родным и близким, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и раненым. В свою очередь, Сарей Абдельразак сообщила нам о том, что по предварительным данным среди погибших и раненых нет представителей абхазо-адыгской диаспоры. Госкомитет по репатриации находится на постоянном контакте с руководством консорциума черкесов Ливана и оперативно проявляет всю поступающую информацию. Как только будет информация о погибших или же раненых, то мы будем сообщать в средства массовой информации. Также хочется отметить, что буквально за полчаса до данной конференции мы связались с Сареей Абдельразак, которая еще раз нам сообщила, что на данный момент до сих пор нету никакой точной информации о представителе диаспоры нашей. Даже в стране пока нету точной официальной статистики по погибшим и раненым в связи со взрывом. Министерство иностранных дел Республики Абхазия направило ноту соболезнования Министерству иностранных дел и по делам иммигрантов в Ливанской Республике в связи с многочисленными жертвами взрыва, произошедшего в Бейруте. Народ Республики Абхазия с большой скорбью воспринял известие о многочисленных жертвах в результате взрыва в порту Бейрута. МИД Абхазии выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, отмечается в соболезновании. В селе Отап Очимчирского района прошли совместные абхазо-российские занятия по эвакуации пострадавшего из пещеры Абраскил. Прибывшие на место предполагаемой ЧС спасатели поэтапно отработали эвакуацию пострадавшего. Можешь? Я поеду. Держись за носилки. Работаем. Ну давайте. Не даем. Не даем носилки. Спасатель города Москвы, аварийно-спасательного отряда номер 9, совместно с спасателями города Чимчира провели занятия в пещере по эвакуации
пострадавшего. По легенде, у нас турист отбился от группы, упал и повредил позвоночник. Для этого были вызваны на место спасатели города Очимчиры, и мы совместно с ними отработали эвакуацию пострадавших. В этом году в Абхазском государственном университете свыше 500 выпускников. Об этом сообщает Апснопресс со ссылкой на первого проректора ГАГУ Виктора Маланзе. По его словам, среди окончивших главный вуз страны в этом году 326 бакалавров, 141 специалист и 43 магистра. 36 студентов отделения искусства еще не сдали выпускные экзамены. Свыше 50 человек закончили ОГУ на красный диплом. В университете планируют начать новый учебный год, как обычно, с 1 сентября. В Гудауте прошел республиканский турнир по боксу, в котором приняли участие более 70 молодых спортсменов. На торжественном открытии соревнования спортсменов поздравил председатель Госкомспорта Республики Джамал Губас. Следует отметить, что из-за пандемии молодые спортсмены были лишены возможности проведения полноценных тренировок, не говоря уже об участии в соревнованиях. Тем не менее, они показали бокс довольно высокого уровня. Кроме Госкомспорта Республики, большую помощь в организации турнира оказали депутат Народного собрания Абхазии Алхаз Хагба и ветеран бокса, мастер спорта Денис Ажиба. Как отметил президент Федерации бокса Абхазии Давид Аршба, среди участников турнира много спортсменов, которые могут достойно представлять республику на престижных соревнованиях. Возможностей мало на сегодняшний день из-за пандемии, из-за болезни. Но вот это фактически первое мероприятие с периода начала этой заразы. Мы стараемся, конечно, развивать и массовость придавать боксу. И вот такое вот сегодня мероприятие в Гудаутах, открытое первенство. Я думаю, вот на таких соревнованиях и выявляются ребята, которые в дальнейшем заслуживают внимания и кому нужен будет толчок. Есть перспективные ребята? Обязательно, обязательно. Вот именно мы тоже не сразу на первенствах Европы стали участвовать. Мы участвовали на внутренних чемпионатах. Для нас первенство Абхазии когда-то это было большое подспорье спортивное. И спасибо сегодня спорткомитету и небезразличным людям. Они стараются, помогают, и вместе мы к чему-то вот идем. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидромедцентра, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, жаркая погода. Температура воздуха ночью плюс 17-22, днем плюс 26-31, температура морской воды плюс 27 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.